В международном праве давно приняты специальные законы в отношении мирного населения. Женщин, детей, стариков в военное время. В Женевской конвенции говорится, что их нельзя брать в заложники, привлекать к коллективной ответственности, запугивать, принуждать к взятию оружия и переходу на сторону врага. Но эти правила не брались в расчет грузинскими боевиками, которые в 1992 году сжигали село Кындык. Не буду многословной, цифры сами по себе показательные. До войны в селе Кындык было 128 дворов. Из них осталось только 8 несожженных, неповрежденных домов. Остальные были уничтожены грузинскими оккупантами. Семья Тужба и мы вместе получили жилье в поселке. Мы дружили с семьями и уважали друг друга. Обустраивались как могли. Собирались жить, как все нормальные люди. Откуда знали, что будет такое? До 17 октября мы были дома. К тому времени нашего старшего Заура уже убили. Мы думали, что это все временно, и не спешили уходить. Поэтому и застряли там. 17-го мы отправили детей и сами вернулись домой. Тут нам сказали, что за нами приходили, и лучше нам спрятаться, иначе убьют. После 1989 года они были обозлены на моего супруга. Днем невозможно было покинуть поселок. Ночью мы боялись, что нас случайно убьют партизаны. 18 числа они зашли в поселок и стали ходить по нему, стреляя. Мы спрятались, а они зашли в дом. Где вы спрятались? Ушли в кукурузное поле? Нет, не в кукурузное поле. Даже стыдно говорить. Но мы зашли в свинарник. Потому что в поле и в другом месте нас могли найти. Они не нашли нас, но в доме постреляли. Но им попалась бедная Нателла, супруга Тужбы. Когда ее спросили, где Ваня Гогуа, она сказала, будто мы давно покинули поселок. Это нам очень помогло тогда. Они не оставались у нас. Приходили, стреляли и уходили, потому что боялись наших партизан. Утром мы пришли к тужбовцам. Нателла встретила меня во дворе. Я ей предложила отдать мне ребенка, чтобы вывести со своими. Я же знала, что у них была внучка. Она сказала, что отдаст, если ребенок согласится. У нее супруг лежал больной. Они были относительно молодые. Ей около 45-50, а ему и 60 не было. Каждое лето внучки оставались у них. И на этот раз Рената была с мамой, а Рада осталась у бабушки. Она сидела с куклой и игралась. Я стала уговаривать ее пойти со мной, но ответила, что уйдет только с бабушкой. Нателла тогда попросила прийти за ними вечером.
Как она могла оставить лежачего супруга? Потому она решила ночью постараться вывести его. Мы вышли рано утром 19 числа. Не прошли и половина пути, как встретились наши партизаны. Они высказали недовольство по поводу того, что мы до сих пор оставались в поселке. Они сказали: неужели вы не видите, насколько опасно? Мир вокруг горит, а вы еще тут ходите, сказали они. Также спросили, кто еще остался там после нас. Мы ответили, что оставался Жора Харчелава. Он чинил им танки, мигрел по национальности. Он был нашим соседом, но когда пришли грузины, он повел себя очень неправильно. Он их поддерживал. У нас тут есть абхаза Харчелава, но он был мигрел. Я им сказала, что он заходил к нам. Мы ушли дальше, и ребята тоже. Мы прятали детей в доме моего зятя Гамисони и пришли туда. Где вы прятали детей? Это в Тумышах. За час мы пришли пешком до его дома. Вы собирались за ними вечером? Да, мы ведь рассказали о них ребятам. Они на подводах с лошадьми должны были забрать их ночью. Через 1,5-2 часа в штаб вернулись наши. В доме зятя располагался штаб. Они сказали, что семью Тужба убили, всех троих, и дом сожгли, и что в поселке происходит ужас. Невозможно передать, что я почувствовала тогда. Пару часов назад я ведь видела их. Нам сказали, что нашего дома тоже нет. Но мне это было совсем не важно. Из головы не выходили эти несчастные. Вам удалось узнать, похоронили их или нет? Их предали земле немец, сосед со своей женой, которые жили за их домом. Наверняка в тот день никто не подошел к телам. Боялись люди. Они тоже были сильно испуганы, но смогли засыпать их землей. Наверняка наши спрашивали и у немца тоже, как произошла трагедия. Они сказали, что их убили наши соседи, мингрелы. Они зашли в дом, стали стрелять. Пуля попала в девочку. Тогда бабушка кинулась на них, и они убили ее, а потом и лежачего супруга. Когда вышли от них, сожгли и наш дом. Началась война, никто не ожидал ее. Тем более, что вот таким образом с нами поступят. Мы не допускали мысли такой. Ребята вывели нас в безопасное место, а сами оказали сопротивление. Из моего рода в этой войне погибло 7 мужчин. 2 подорвались на мине, 2 погибли, сражаясь.
У одного ногу оторвало, но выжил. Сегодня он отец 4 детей. Я сам своими руками собрал, кого без ног, без рук и без головы. Весь в крови прошел через ужас. Невестки и внуки были вывезены, но я не отходил от ребят далеко. Не только я из тех, кто был в возрасте, оставался с ними. Нас, конечно, в бой не брали, но мы были всю войну рядом. Вывозили раненых на подводах, на тракторах и так далее. Доставали еду как могли. Придавали земле погибших на передовой. Такое поручение мы могли выполнить, а с оружием в руках повоевать возраст не позволял. Мои 16 внуков и их матери были в Ткварчале. Когда и там стало страшно, мы решили отправить их в Гудауту. В поселке Акварчапан садились вертолеты. Когда сказали, что стариков и детей отправляют туда, я привел и своих с намерением отправить. Народу было много, бедные женщины с детьми. Вертолет приземлился, но сколько человек можно было вместить в нем? Люди толкали друг друга, стараясь зайти в салон. Я тоже старался, но не смог. Вертолет быстро заполнился. Дверь захлопнули, и он поднялся в воздух. Помню, как сегодня, стоящих на коленях стариков, которые просили у Бога удачного приземления вертолета. Где-то через час поступило сообщение, что вертолет, куда мы не попали, был подбит, и погибли все. Что может быть страшнее такой трагедии, на мой век? Мне даже показалось, что я отправил своих, и они погибли, но какая разница? Столько детей я видел там, садящихся в вертолет. Никогда мне не забыть этот день. 14 августа, в день начала войны, проезжая Абхазское село, остановился вражеский автобус. До этого мы слышали, что на посту Ахурей была перестрелка. Наш парень, Гвинджи Абатал, который служил в гвардии, когда услышал, что идут танки, вместе с другими людьми из села начал спускаться к трассе. То ли из-за того, что он был в форме, то ли просто с намерением стрелять по всем абхазам, те вышли из автобуса и начали стрелять. Пуля попала в ногу Гвинджия. Я живу прямо на трассе, и автобус остановился прямо перед домом. Мой 9-летний ребенок, тоже увидев, что что-то происходит, подбежал к собравшимся. Они, стреляя, невзирая на возраст стоявших там людей. Пуля попала в ребенка и через руку вышла между лопатками. Его и Батала забрали в Ачимчирскую больницу. Три дня они пробыли там. Моя супруга была с ребенком. Туда стали привозить и грузинских раненых, и стало опасно. Жена испугалась и решила с ребенком пешком отправиться домой.
Вооруженные грузины стали ходить по палатам и искать абхазов, чтобы отомстить. К тому времени уже было очень опасно. Грузины в форме ходили по улицам, и нелегко было передвигаться, оставаясь незамеченным. В этот момент меня с ними не было, но я рассказываю со слов супруги. Ребенок захотел воды, а на одну ногу он еще и босой был, с одним тапком. Другой потерял, когда ранили. Это был летний месяц, и он умирал от жажды. И вот она говорила, но не запомнил их фамилию. В районе чайной фабрики в Очимчире у какого-то двора она окликнула хозяев и попросила воды для ребенка. Там ему и какую-то обувь дали, и напоили. Какой-то мигрел довез ее до Киндги. Шел 15-й день начала войны. И на границе сел Тамыш и Киндги уже был подорван мост кутольцами. Где-то нашел гранатомет и вышли к тому месту и подбили автомобиль УАЗ с врагами. В этом месте машина спускалась и переходила реку внизу. Наш гранатометчик попал в них. Его звали Гарри Хаджимба. Он погиб на войне. Мы намеревались еще и получить трофейное оружие из машины, но нас не подпускали. Дело в том, что в школе сидели остальные грузины, и они сразу выехали на выстрел. Но всех, кто был в машине, мы смогли уничтожить. В этот день они подняли вертолеты и летали над нашими селами, наводя ужас. Мы смогли уйти. В тот день ими были сожжены дома всех, кто проживал вдоль трассы. Им попался Залико Киут. Он не знал, что в этот день мы провели вылазку. Они убили его и закидали землей на обочине дороги. До конца войны он там так и пролежал. Мы долго считали его пропавшим без вести. Но нам удалось поймать пленных, и они рассказали о нем. А о местонахождении Валико Киут совсем ничего не известно. В тот день, когда мы ушли из села, вечером он пробрался вдоль забора, чтобы посмотреть, что стало с хозяйством. Рассказывали те, кто видел, что к нему обратились на грузинском, но он ничего не понимал. Тогда они поняли, что он абхаз, схватили и бросили в машину. Тогда как раз они ремонтировали мост, взорванный нашими. Они забрали его, и он после этого пропал. Когда началась война 14 августа, мы все были дома. Никто не ждал подобного, и мы занимались своими делами. Когда увидели, что танки идут по трассе, стали спрашивать друг друга, что происходит. До этого тоже бывали столкновения, и мы решили, что это связано с этим.
Но чувствовалось, что в этот раз все совсем плохо. Ничего хорошего ждать не приходилось. В Очимчире тоже на мосту были перестрелки, и уже можно было догадаться, что напряженность могла перерасти во что-то страшное. Мы договорились и собрались в центре села, чтобы узнать, что происходит. Я спустился 17 августа к дому, чтобы посмотреть, что там, и увидел нетрезвых грузин. Это были не местные ребята. Им попался мой отец Валя Киут. Они избили его и увезли в неизвестном направлении. По сей день не имеем понятия, где его тело находится. Мы всю войну интересовались информацией о нем, но безуспешно. Мне очень жаль, что он не смог проявить себя и не погиб на поле боя. Он повторил судьбу своего отца, которого в 1937 году при Берии увели, и до сих пор ничего о нем не известно. Отцу тогда было 3 года. По сей день нет у нас даже останков отца. Просто на кладбище установили плиту с его именем. Мы тешим себя надеждой, что он упокоился хотя бы где-то на земле Абхазии. С 17 числа нас окружили. Грузины окружили все 17 абхазских домов. Избили многих, навели страху. Моей внучке был год и 1 месяц. Моего сына поймали, когда он попытался наведаться домой. Они его поджидали в засаде. Сказали, что ждали его, спросили, где оружие. Он ответил, что не вооружен, и нет у него ничего, и предложил провести обыск. Ему было 28 лет. Они обыскали дом, но ничего не нашли, и забрали его с собой. Им повстречался по дороге мой ровесник, Котик Киут. Он шел с похорон и попался им. Они посадили их вместе, а сами стали пить спиртное. Я услышал об этом и помчался домой. У ворот застал 2 с автоматами, направленными на мой дом. А моя невестка с младенцем стоит посреди двора. Моя тетя сидела на балконе. Когда услышали мой голос, они закричали: «Стой!». Те, кто был на 2-м этаже дома, вышли, услышав голоса, и, перепрыгнув через забор, очутились рядом. Они потребовали у меня автомобиль. Я сказал, что у меня нет автомобиля. Тогда они спросили, откуда в таком случае удостоверение на мое имя. Я сказал, что если найдут тут какую машину, могут забрать ее. А что я еще мог ответить? Меня сразу скрутили и вывели на дорогу. Смотрю и вижу, как ведут моего сына и Котика Киут. Тут же увидел, как дом заполыхал огнем. По обочинам дороги стояли примерно человек 80 в бурках. Меня вел Сван, которого прогнали из Гагры. И он никого не подпускал ко мне. Вдруг большинство из толпы помчались к своим.
И этот сван бросил меня и побежал за ними. Я сразу лег на землю. Услышал крики с их стороны. Кто-то спрашивал, погиб ли кто-то из грузин. Ответили, что нет. Они очень много перекрикивались между собой. Когда я осмелился приподнять голову, увидел лишь одного в белой куртке, а остальных никого не было, все ушли. Они, наверное, ушли через реку. Когда я обернулся назад еще раз, не увидел того, кто был в белой куртке. Я отполз назад и метр через 3 обнаружил проход. Я быстро нырнул в воду чащ и решил бежать. А что мне еще оставалось делать, если я думал, что уже убиты внук и невестка? Я не смог пробраться через речку и застрял. Вместо того, чтобы полежать там еще немного, я встал, и меня тут же обнаружили. Кто-то крикнул мне «Стой!», но я бросился бежать. Стреляли со всех сторон. Хватаясь за ветки, я как-то перешел в реку. Клянусь всеми, я не знаю, как уцелел. Но удалось между свистевших пуль убежать и дойти до своих. На второй день утром наши ребята пришли на разведку. Они и обнаружили убитых моего сына и котика. Они лежали рядом. Чего мы не насмотрелись и натерпелись за это время. Все, кто жил по ту сторону от главной дороги, где поселок Липана, не смогли быстро уйти в безопасное место. Везде по дорогам ходили они. Наши располагались через дорогу выше. Людей переводили через большие ливневые трубы, которые проложены были через дорогу. Женщины, дети и старики вот так и вышли на противоположную часть села и пешком продолжали путь в соседние села. В центре села проходила река Чащ. Мост через реку взорвали наши, и после этого поднялся вертолет. Он летал очень низко, и было видно, как, высунувшись из салона, стреляли боевики по людям. И все прятались кто куда. Под деревом, рядом с домом председателя колхоза, был Заур Хасанович Киут. Когда снаряд попал в дерево, его убило осколком. А перед этим его дом сожгли. Мы кое-как смогли похоронить его на кладбище. В тот день сожгли все придорожные дома. Сейчас многие молодые думают, что легко было это пережить. Но не дай Бог, чтобы кто-то испытал подобное на себе. Нет ничего страшнее того, когда в тебя стреляет тот, с кем ты и хлеб, и соль делил. Все, кто жил в Новом Кинге, сваны, грузины и мигрелы, всегда участвовали в нашей общественной жизни. И никому из нас в голову не могло прийти, что придет день, когда они встанут против нас с оружием в руках. Но когда они увидели тех, кто приехал, стали встречать их с цветами. Бедный Вова Каидзе, он уже на том свете. Его сын умер, подорвавшись на мине, на второй день после окончания войны.
Был слух, что он сгорел в доме, но оказалось, что смог спрятаться и выжил. Дошел до Джгерды. Вот такие ужасные преступления они совершали. В тот день мы собирались идти работать на кукурузное поле. Но когда услышали, что произошло, мы бросили мотыги и спустились. Я собрал всю семью и смог отправить в Кутол, а оттуда они уехали в Ткварчал. Когда я вернулся домой, не нашел мать. Она была инвалидом первой группы. Оказывается, она спряталась в зарослях бамбука. Я еле нашел ее и на себе с трудом дотащил до безопасного места и отвез в Кутол. Когда я вернулся домой, весь поселок пустовал, а они были везде. Дома и казармы не было, все было сожжено. Скотину увели. У меня стояли собранные мандарины, около 80 ящиков, чтобы им пусто было. Они вынесли несколько и ели их. Оттуда я развернулся и поднялся к могилам, чтобы посмотреть, что там. А там они вырыли окопы и расселись повсюду. Около 15 окопов было. Они и сегодня сохранились. В одном стояла лестница. По ней можно было взобраться на качели, которые они смастерили и катались. Когда сожгли старый дом, в шкафу лежали 2 кинжала и ножи моего отца. Но в суматохе мы забыли их вынести. Видимо, из-за них и выкопали моего отца из могилы. Я обнаружил 11 скрытых могил моих родственников. Отца выкопали из-за надгробной плиты, где он был изображен с кинжалом. Выкопали моего отца, мать, деда, бабушку отца, 3 братьев. После войны мне пришлось заново их всех похоронить. Мой двоюродный брат Джумка готовил еду нашим ребятам. Мельницы электрической не было, и он шел как-то к водяной мельнице. По пути он им и попался. Он очень хорошо говорил по-грузински. Они собрались было убить его, когда поняли, что он несет еду партизанам. Но его спасло знание их языка. Они встретились ему и на обратном пути. Ему дали дойти до дому и выстрелили в него, когда он был на лестнице. Там он пролежал 13 дней. Мы никак не могли подойти близко. После него сразу убили 24-летнего сына Шоты Гвинджия Заура. Он спустился к соседям, чтобы предложить им помощь в эвакуации, и там попался. Его убили и бросили там. Он пролежал 16 дней. Свиньи съели его, и мы обнаружили только череп его головы. Вот он из молодых умер таким мученическим образом. Остальные наши ребята достойно оказали сопротивление и повоевали на славу. Уже ближе к концу войны мы стали наведываться домой. В низине под домом протекала река. Там их убитых лежало много, с разными цветами волос. В карманах были записки с их именами и фамилиями. У одного я нашел письмо на грузинском. Оно адресовалось его родителям. В нем он писал, что занял большой дом на берегу моря и что в нем могут разместиться все его родственники. В остальных его карманах лежали пригоршнями звездочки разных размеров. Он сам по званию капитан был. Я отправился за мамой. Продуктов питания не было. Из Кутола в Ткварчал я относил по 20 килограммов еды. 11 внуков в Ткварчале находилось. Что они могли там найти? Вещмешком я относил еду из Кутола в Ткварчал в день несколько раз. Их отец был на войне. Вы тоже его знаете, Тариел Габелия. И 2 детей от младшей дочери. В то время сын служил. Он там смог отпроситься, но на границе его не впускали в Абхазию, но смог пробраться. А уже здесь он попал в Гал. Потом мы вернулись домой, но куда зайдешь? Когда мы вернулись в село, жить негде было.
Мы 2 брата жили в одном дворе. Все было сожжено, кроме дома одного брата, но он был превращен в уборную. И не дай бог вспомнить, что там внутри было. Все загажено было ими. Вот как раз таки с ними сложнее было справиться. С утра до вечера они носились по селу. Их заселили в 1952 году. И чтобы выжить, они пахали наши поля и ели груши. Много их женщин были нашими невестками, ровно как и наши их. И благодаря этому они про нас знали все. Ходили за нами и собирали информацию, и потом доносили до своих. Я как-то заходил в дом одного их предводителя, фамилию не помню, звали Аршаком. В доме у него было очень много совершенно нового оружия. Я раздал ребятам. Мой двоюродный брат Котик жил в поселке Липана и также не смог вовремя выйти. Сына Рофа Чкония тоже убил его дядя. Вот этот Чкония и Котик были убиты вместе и брошены на обочине дороги. Их кое-как засыпали землей, где и пролежали до конца войны. После войны мы их похоронили по-человечески. А сколько таких случаев, и как вспоминаю, волосы дыбом встают. Сегодня не приехал с нами Джунка, брат летчика Харитона Гвинджия. После войны мы собрали всех его близких с разных мест и похоронили в родовом кладбище. 4 гроба мы вынесли из этого двора. Кто где был похоронен. В Жгердах, Кутолах, в Кварчале и Ачимчире. Мы хотели его принести, но он не смог. Дрожит весь, ему уже 90 лет. Когда началась война, мы с соседом были на заработках в России. Мы узнали об этом на 3-й день. Мы очень мучились, что не могли попасть быстро к себе. Вся семья там. Да что такое война, откуда нам было известно? В районе села Ишера поднялись 2 вертолета. В этот момент на склон поднималась боевая машина с аппаратурой против радиации. Ее собирались отогнать в Гудауту. С вертолета нас стали обстреливать. Нас было 4. Мы все легли на землю. Я помню, как лег на землю и рядом увидел женщину с ребенком. А тот мой сосед так и остался стоять возле машины. Все вокруг заполыхало. Сложно было понять, что происходит. Вертолеты улетели быстро. И когда мы осмотрелись, мы увидели, что та женщина и ребенок лежали убитые осколками снаряда. Никогда не забыть мне этого. С большим трудом, но мы все же смогли приехать в Кындык. Мы сели в Ткварчале и отправились домой пешком. Мы слышали выстрелы вдалеке, но войну мы еще не видели. Своих сыновей мы застали живыми. Я за них и переживал. Нас наши соседи называли братьями, а сами замышляли такое. Нас уничтожали с их подачи. Моего одного сына ранили и убили второго именно они. Они знали наши дороги и тропы и передавали информацию пришлым. Мы сопротивлялись как могли, но их было очень много.